Добрый день, уважаемые коллеги. Коми Республиканский институт развития и образования приветствует вас. Наш сегодняшний семинар посвящен методическому сопровождению наших педагогов Республики Коми. Уважаемые коллеги, вы все получили информационное письмо, ознакомились с повесткой. Да, пожалуйста, в чате обозначьтесь, кто сегодня с нами присутствует. Можете указать. Уважаемые коллеги, итак, у нас сегодня на повестке два больших крупных блока вопросов. Один из них посвящен итогам реализации первого модуля, предметного модуля, специфика предметного содержания, дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Школа современного учителя». Это курсы, которые организует Академия Министерства просвещения. И второй, не менее важный вопрос, это анализ результатов диагностики профессиональных компетенций и выявление профессиональных дефицитов наших слушателей. В ходе выступления будут представлены федеральные диагностики, раскрыто организационно-техническое сопровождение апробации оценки компетенций работников образовательных организаций, которые осуществляют образовательную деятельность по программам общего образования, необходимых для осуществления воспитательной деятельности. Уважаемые коллеги, спикерами сегодняшнего нашего мероприятия станет Севиль Валерьевна Туркина, региональный координатор по взаимодействию с Академией Министерства просвещения, Анжелика Васильевна Волкова, которая у нас проводила как раз-таки федеральную диагностику апробации. И в завершение подключится заведующие предметных кафедр, которые также представят основные итоги предметного модуля, раскроют особенности проведения второго модуля, который уже посвящен методическим аспектам преподаваемого предмета. Вкратце обозначат трудности, итоги, перспективы практического модуля, который реализуется на базе нашего института. Уважаемые коллеги, я передаю слово Севиль Валерьевне Туркиной, региональному координатору по взаимодействию с Академией Министерства просвещения. Севиль Валерьевна нам кратко расскажет, с какими итогами мы подошли к реализации второго модуля методического. Севиль Валерьевна, вам слово. Спасибо, Светлана Семеновна. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите актуализировать, для кого-то, возможно, представить информацию о том, что в настоящее время проходит программа дополнительного профессионального образования, которая реализуется Академией Министерства просвещения Российской Федерации. Это «Школа современного учителя». Данная программа реализуется с 20 сентября текущего учебного года и продлится она до 10 декабря 2021 года. Это 100 академических часов. Достаточно серьезная нагрузка на любого педагогического работника. В настоящее время на программу зарегистрировано 322 человека. Данное количество слушателей уже выверено и было отредактировано от 11 октября. Муниципальные координаторы в наш адрес направляли информацию о тех слушателях, которые по объективным причинам не могли и не могут принять в дальнейшем участие в данной программе. Хотим напомнить о том, что списки на удаление из приказа Академии Министерства просвещения Российской Федерации идут достаточно долго и тяжело, поэтому только обоснованные причины, благодаря обоснованным каким-то причинам мы можем удалить данного слушателя из списка. В настоящее время это 322 человека зарегистрированы на данную программу. И вы видите, представлена на слайде данная информация в разрезе муниципальных образований. Самое большое количество слушателей представлено в муниципальном образовании города Сыктывкара, это 44 человека. Если мы посмотрим количество слушателей по предметам, это 9 предметов по школе современного учителя, вы видите, что самое большое количество это по русскому языку, литературе и математике. 46, 44 и 41 человек соответственно. Поэтому все вот эти слушатели, о которых шла речь выше, они попали в приказ Академии Министерства просвещения Российской Федерации о зачислении данных слушателей на программу, и данные слушатели должны пройти полностью данную программу.
Помимо изучения теории в личных кабинетах данных слушателей, в данной программе есть еще реализация практических модулей, практикумов. Актуализируя информацию по данным практикумам, вы видите, что они все проходят в определенные сроки, которые устанавливает Министерство просвещения Российской Федерации. И у нас 15 октября в пятницу завершился первый модуль «Специфика предметного содержания». Все модули, они должны быть пройдены слушателями. После каждого модуля итоговую зачетную ведомость мы направляем в адрес Академии, и только прохождение всех 3 модулей является допуском к итоговой аттестации слушателей по данной программе. Если мы посмотрим по анализу прошедших зачетную вот эту ведомость, зачетный контроль данных слушателей, мы видим следующую картину. Она представлена на слайде в разрезе предметов немуниципальных образований. Синим цветом показано то количество слушателей, которые не сдали итоговый контроль. Оранжевым цветом вот вам показан полный объем, да, по каждому предмету слушателей. В настоящее время из 322 слушателей у нас 129 слушателей еще не сдали данный итоговый контроль. Это 40% от общего количества слушателей. Это достаточно много. Причины, конечно, разные у самих педагогических работников. Это и график индивидуальный, который не позволяет выйти в режим онлайн, и другие факторы, которые влияют. Мы все это прекрасно понимаем. И всем слушателям, которые не смогли пройти первый модуль, было направлено уведомление на ту электронную почту, которая была указана ими при регистрации на программу. Информация в этом уведомлении была информация о всех ссылках, куда они могут выйти на видеозаписи по каждому предмету, чтобы просмотреть и понять, о чем шла речь на занятиях первого модуля, а также контактные данные самих тьюторов, чтобы непосредственно связаться с ними и уточнить, да, каким образом они могут сдать первый модуль. Такая возможность есть. И мы, безусловно, еще их всех приглашаем и просим всех слушателей. Вот у нас 18 октября стартовал уже второй модуль практикумов, начать проходить и его. Расписание по каждому учебному предмету также индивидуальное. Расписание всем было направлено. Пожалуйста, ориентируйтесь на него по каждому учебному предмету. Выходите по тем ссылкам, которые будут указаны в крайнем правом столбике. Если у вас возникает какой-то технический вопрос, вы всегда можете обратиться ко мне. Это с той почты, которая вам пришло уведомление, Туркиной Севиль Валерьевне, либо к заведующим кафедр. Также было в этом письме указаны все электронные почты. В любом случае мы вам окажем помощь, консультацию, не оставим ваш вопрос без внимания. То есть, резюмируя еще раз вышесказанное, хочу сказать о том, что все слушатели должны приступить ко второму модулю данного практикума. Те слушатели, которые не получили зачет по первому модулю, параллельно завершают данную работу. Всем муниципальным координаторам информация была направлена. Сегодня она будет продублирована, чтобы вы увидели еще раз списки ваших слушателей, уже отредактированы, потому что списки есть, и часто возникают такие ситуации, что муниципальный координатор направлял нам слушателя на удаление, но мы видим, например, по практикуму, что данный слушатель даже получил зачет по практикуму, но мы его уже подали на удаление из списка Академии Министерства просвещения Российской Федерации. Чтобы вот таких ситуаций не возникало, я понимаю, что списки были отредактированы уже и в сентябре, и 2 раза в октябре. Я направлю всем муниципальным координаторам сегодня те списки, которые уже зарегистрированы, которые уже утверждены, чтобы вы ориентировались непосредственно на них. Если какие-то возникают вопросы, вы также можете мне написать, либо позвонить по рабочему номеру телефона. И итоговая ведомость также муниципальным координаторам будет направлена, чтобы вы понимали, какие педагогические работники еще не завершили первый модуль и могли вы с ними проработать уже индивидуально. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, вы услышали ряд проблем, с которыми мы столкнулись при реализации
первого модуля. В завершении нашего сегодняшнего семинара еще перед вами выступят заведующие кафедр, которые также со своей стороны еще раз обратятся к данному вопросу и уже непосредственно обратятся к нашим муниципальным координаторам, которые оказывают профессиональное сопровождение наших педагогов на местах с обозначением конкретных каких-то пожеланий и руководств к действию, поскольку действительно на сегодняшний момент не все педагоги от муниципалитетов приступили к обучению, и не всегда понятно, по каким причинам. Уважаемые коллеги, я передаю слово Анжелике Васильевне Волковой. Анжелика Васильевна у нас является заведующей Центром воспитания социализации личности. И Анжелика Васильевна оказывала организационно-техническое сопровождение, апробации. Я думаю, что региональный координатор Анжелика Васильевна сама подробно расскажет свой вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги. Подключите, пожалуйста, презентацию по теме апробации модели оценки компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, необходимых для осуществления воспитательной деятельности, мы уже с вами встречались в начале октября. У нас сейчас был с вами совместно с Рособорнадзором подготовительный этап. 12 и 14 числа у нас с вами прошли федеральные вебинары именно по организационным моментам проведения данной апробации. Я хочу сегодня вам напомнить о том, что... Александр Михайлович, можно мне это? Я хочу напомнить, что в этом году впервые проводится данная апробация. Я знаю, что она будет продолжена, поэтому очень бы хотелось, чтобы муниципальные координаторы сегодня услышали, что это такое, значит, как это проводится, потому что в будущем нам с вами придется данную работу также проводить. В этом году, а именно с 25 числа по 28 октября у нас ежедневно будут проходить экзамены. У нас сформированы пункты ППЭ для 20 учителей города Сыктывкара. Это пункт ППЭ является КРИРО. Экзамены пройдут с 14 часов. Второй пункт ППЭ – это также 20 педагогов. Это Воркутинский дом учителя. Третий пункт ППЭ – управление образования администрации муниципального района Карткировский, 20 педагогов. Четвертый пункт ППЭ – это управление образования Прилузский. И последний пункт ППЭ – это управление образования город Сосногорск. Вы видите, что у нас у всех по 20 педагогов. Дальше. Значит, по каким предметам мы будем с вами писать данную работу? Значит, 25 числа пишем по обществознанию. Я вам напоминаю, сейчас мы с вами посмотрим, значит, техническую инструкцию, как мы с вами должны организовать работу, но я вам напоминаю, что на ваши электронные адреса, так как я тоже являюсь муниципальным координатором от города Сыктывкара, я уже получила пароль и логин для входа в личный кабинет. Сейчас я еще об этом расскажу и очень попрошу вас зафиксировать, получили вы эти пароли или нет. Время вы выбираете сами. То есть если в Сыктывкаре это пройдет после 14 часов, так как у учителей уроки, то вы как пункты ППЭ время выбираете сами. Все контрольно-измерительные материалы будут размещены в ваших личных кабинетах. Они уже будут размещены в 00 часов в день проведения экзамена. Будут закрыты, соответственно, в полночь, уже, значит, 25 числа до 24 часов вы должны будете отсканировать все ваши материалы и загрузить на данную платформу. Уважаемые коллеги, я напоминаю вам, что данную диагностику проводит Рособорнадзор. Вы понимаете, что это очень серьезно. Установлен серьезный контроль за тем, как вы будете осуществлять выгрузку материалов и загрузку материалов. Давайте теперь перейдем к технической инструкции.
Я хочу, чтобы вы внимательно... Нет, сначала давайте мы выйдем на сайт Еду-мониторинг. Это та платформа, на которой мы будем работать. Я думаю, что вы с ней уже все познакомились, потому что личный кабинет находится именно здесь. Обратите внимание, здесь размещена вся информация об этой оценке. Александр Николаевич, можно ниже вот показать как-то? Посмотрите, здесь есть все презентации, все выступления, те вебинары, которые прошли у нас с вами 12 и 14 октября. Здесь же, если мы пойдем наверх, обратно наверх, мы увидим, что есть вход в личный кабинет. Вот он обозначен красненьким. У меня, как у муниципального координатора от города Сыктывкара, есть свой логин и есть свой пароль. Также и вы получили на свои электронные адреса данные пароли. Если кто-то не получил, я прошу сегодня же набрать мне на мой номер сотовый, вы все знаете его, либо написать сообщение о том, что вы не получили, и мы с вами разберемся. Но так как не было звонков, я уже получила этот пароль в понедельник, я думаю, что вы тоже его получили. Сейчас пока в личном кабинете ничего нет. Контрольно-измерительные материалы появятся только в день проведения данной диагностики. В этот же день вы должны будете загрузить в свой личный кабинет все контрольно-измерительные материалы. А теперь давайте, сейчас мы с вами посмотрим техническую инструкцию. И здесь мы с вами увидим ссылочку на Еду-мониторинг, именно на эту платформу. Если кто-то не заходил, я убедительно вас прошу сегодня-завтра зайти и просмотреть, что размещено, потому что там достаточно интересные материалы, все инструктивные письма уже есть. Ну что, давайте посмотрим вторую страничку. Можно? Значит, первое, техническое оснащение данной апробации. Уважаемые коллеги, на платформе Еду-мониторинг, там все очень понятно и ясно, есть технический раздел. Так и называется, технический раздел. Здесь вы видите ссылку на данный раздел. Оттуда, там вы уже сейчас можете скачать калибровочные листы, ведомости выдачи приемов материалов, программное обеспечение, станция сканирования. Я очень вас прошу скачать и посмотреть, чтобы у вас получилось в день проведения экзаменов отсканировать те материалы именно при помощи того программного обеспечения, который здесь нам с вами предложен. Дальше здесь вы найдете руководство пользователя к станции сканирования. Для чего это все нужно? Вам нужно будет все программное обеспечение установить, открыть и распечатать калибровочный лист, проверить качество печати. Что значит качество печати и сканирования? Должны видны все границы, видны реперные точки, видны знакоместа, нет полос, штрих-коды, QR-коды, рисунки, все должны быть читаемы. Вы должны посмотреть, чтобы у вас в принтере должно быть достаточно тонера, ну и, естественно, достаточное количество бумаги для печатания. Поэтому вы уже сегодня должны начать подготовку, если вы еще не начинали ее. Далее, получение материалов. Следующая страница, Александр Николаевич. Получение материалов — это именно происходит в день апробации. Еще дальше. Нет, остановитесь там еще тогда на второй страничке. Посмотрите, к 18 числу, мы уже с вами получили логин и пароль, то есть я его уже получила. Если вы его получили, вы должны зайти и посмотреть. Конечно, там еще ничего нет, но проверить, есть ли у вас доступ, вы обязательно должны. Если нет у вас доступа, если нет у вас пароля, вы обращаетесь ко мне. Дальше. Немножечко не так идет. Так. Логин и пароль мы получили.
Так, значит, техническая подготовка к ППЭ. Ну, это я уже только что, по-моему, сказала. Дальше. Дальше, значит, идет следующий этап. Это получение материалов. Материалы мы получаем в день апробации. Вы заходите в свой личный кабинет, скачиваете архив с материалами. Папка называется «Материалы для печати». Вообще удобнее всего, вот как я сделала, посмотрите, пожалуйста, данную инструкцию я распечатала. И прямо красненьким выделила себе, на что нужно обратить внимание. Я рекомендую вам сделать то же самое. Значит, обратите внимание, значит, выкладывается с 0 часов в личном кабинете каждого ППА. Не ко мне приходят, а в каждый пункт апробации. На каждый день один архив. Наименование архива, 3 первых буквы наименования предмета и код региона. Вы помните, что у нас 11-й регион. Получить пароль к архиву, значит, рассылается, опять же, пароль с 0 часов на все заявленные адреса. Состоит из 8 знаков. Значит, в файле 60 комплектов с уникальными идентификационными номерами. Там же размещен информационный лист, бланк ответов и комплект оценочных материалов. Дальше у нас идет тиражирование материалов. Следующий этап тоже проходит в день апробации. Значит, нам необходимо вычислить количество страниц для печати комплектов, посмотреть, сколько страниц в одном комплекте, вычислить, сколько комплектов необходимо напечатать, число ожидаемых участников, и там еще у вас будут резервные комплекты из расчета 1 комплект на 5 участников. Значит, затем нужно распечатать данные комплекты. Нельзя повторно распечатывать один и тот же комплект. Я уже как-то вам об этом говорила, когда мы работали с ФИСОКО в сентябре. Был один такой момент, когда один и тот же учитель писал один и тот же контрольно-измерительный материал под одним и тем же номером. Вот представьте себе, вот как сейчас муниципальный координатор у нас объяснился перед этими 2 учителями. Копировать комплекты нельзя, перемешивать комплекты, все должно быть четко. Также необходимо будет распечатать ведомость выдачи приема материалов, 1 ведомость на аудиторию вместимостью до 20 человек, 2 ведомости на аудиторию вместимостью от 20 до 40 человек. Значит, у нас с вами в одной аудитории столько человек нету, вы об этом помните. У нас каждая ППЭ это 20 человек. А так как у нас 4 дня по разным предметам, у нас в один день получается где-то по 2-3 педагога. Необходимо распечатать инструкцию для чтения участникам апробации, то есть 1 инструкция на аудиторию, подготовить упаковочные материалы и скомплектовать материалы на каждую аудиторию. Дальше. Следующее. Мы с вами проводим инструктаж наших участников. Текст инструкции для чтения участникам, записанный полужирным шрифтом, должен быть зачитан слово в слово. Его я вам уже предоставляла в конце октября, когда проводила первое с вами методическое совещание по данной теме. Необходимо строго следовать комментариям, записанным курсивом. Материалы выдать в строгом соблюдении комплектности. Важно, чтобы участники проверили качество печати и комплектность выданных материалов. Правильно заполнили бланки. Дальше перед вами показана схема работы. Значит, инструктаж, время не учитывается, сколько вы его зачитаете, столько и зачитаете. Затем мы заполняем опросник, помните, я об этом тоже вам говорила, не более 20 минут. Дальше инструктаж, значит, 2-я часть, время не учитывается. И на само выполнение диагностических заданий не более 105 минут. Дальше 2-я часть опросника, это мнение спрашивается у учителей, не более 10 минут. И уже сдача материалов, здесь время не учитывается. Следующий этап – это завершение апробации
идет сбор материалов в самой аудитории. Здесь мы с вами должны заполнить ведомость, указать фамилию и инициалы, получить подписи участников. Отдать, значит, этот информационный лист, который вы здесь видите, отдать участнику апробации. Он должен знать свой номер, под которым он писал данную работу. Разложить по стопкам, вы видите, здесь даже расписано, по каким стопкам. Да, это заполненные бланки ответов, использованные контрольно-измерительные материалы. Ну и третий, это прочие черновики, испорченные или неиспользованные материалы. Дальше мы завершаем уже апробацию, это сканирование в штабе ППА, там, где вы и распечатывали. Значит, вы запускаете программное обеспечение, станция сканирования, проверяете все настройки и начинаете сканировать бланки ответов. А как это делать? Здесь тоже все расписано. Как назвать, то есть какое имя должно быть файла, обратите внимание. 3 буквы наименования предмета, дальше код региона и код ППА. Дальше вы создаете архив, создается один архив, содержит 2 файла, это ведомости и бланки. Вы заходите, да, уже данный архив, вы будете загружать, уже дополнительный пароль уже вам не будет выдан, у вас уже есть пароль для входа, значит, вы уже заходите по своему паролю, и все значит, отсканированные бланки, вот эту папку, вы до 23 часов 59 минут дня проведения апробации загружаете на данную платформу. Дальше, каковы ваши прочие действия? Значит, в штабе ППА вы упаковываете отсканированные материалы, упаковываете прочие материалы по видам. Здесь видите использованные черновики, использованные контрольно-измерительные материалы, испорченные комплекты, неиспользованные комплекты. Потом вы подписываете упаковки, номер ППА, номер аудитории, предмет, дата, вид упакованных материалов, количество упакованных материалов и убираете все эти материалы на хранение. Срок хранения материалов апробации до 1 января 2022 года. Дальше. Вот тут вам предложена текстовая страница, следующий, значит, с помощью которой, нету, почему же нету? То есть здесь вам тоже будет предложена текстовая страница, где вы можете проверить качество печати. Тот документ, который я вам отправлю, вы можете его использовать. И еще последнее. Ответы, то есть анализы результатов каждый учитель получит только на свою электронную почту. То есть мы с вами результата знать не будем. Только он, вот захочет он с вами поделиться результатом своей работы, что у него получилось, он поделится. Если нет, мы не имеем права у него попросить. Уважаемые коллеги, меня здесь ждут много еще у нас выступающих. Уважаемые коллеги, Воркута, Сыктывкар, Карткирос, Сосногорск, я очень вас прошу, если у вас есть вопросы, я здесь. Можете сейчас после проведения сессии мне позвонить, и мы с вами выясним все детали проведения апробации. Спасибо за внимание. Уважаемая Анжелика Васильевна, спасибо вам за информацию. Спасибо нашим муниципальным образованиям, поскольку в апробации участвовало у нас только 5 муниципалитетов. Будут участвовать все остальные коллеги, которые также прослушали информацию. Спасибо за ожидание. Как я и обещала, мы переходим опять же к вопросу, который посвящен реализации курса Академии Министерства просвещения. Сейчас перед вами будут выступать заведующие кафедр. Я напомню, что у нас обучались педагоги по 9 предметам. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание, что информация актуальна для наших муниципальных координаторов, которые сопровождают педагогов на местах.
Итак, перейдем непосредственно к данному вопросу. Прежде всего, буду обращаться к вам я, как заведующий кафедрой филологического образования. Действительно, мы столкнулись с трудностями какого характера? Это непосещаемость практического модуля, и она практически, она имеет довольно весомые показатели. По крайней мере, если говорить про русский язык, то из 47 слушателей 30 педагогов не подключаются к обучению по практическому модулю, который посвящен предметному содержанию. 17 педагогов сдали свои итоговые работы. Эти работы зачтены. Вчера я проводила сама консультацию для наших слушателей по данному предмету. Явка невероятно низкая. По сути, подключились к консультации все те же, кто сдал свою итоговую работу. Наиболее активные, наиболее интересующиеся педагоги, которым важно, что они обучаются на данной программе. Конечно, в чате были обозначены проблемы такого характера, что мы проводим наши практикумы в неудобное для педагогов время, мы все понимаем. Я обратила внимание на то, что мы делаем записи, что есть записи, которыми можно пользоваться, и которые будут полезны нашим педагогам. Поэтому я обращаюсь к муниципальным координаторам. Уважаемые коллеги, постарайтесь, пожалуйста, связаться с вашими педагогами, выяснить причины, по которым они не подключаются. Даже дело здесь не в том, что не хватает времени на онлайн-встречу. Нет итоговых работ по первому модулю, их просто нет. Мы ждем эти работы, мы никому не отказываем. Я уже объясняла, что если у вас есть трудности с загрузкой материалов в облачное хранилище, можно отправлять непосредственно на почту мне. Такие педагоги у нас тоже были, все их работы размещены в нужной папочке и зачтены. Но с остальными слушателями пока ситуация непонятна, и хотелось бы, чтобы все-таки вы на местах тоже прояснили ситуацию, по причине слушатели не обучаются и не отправляют свои итоговые работы, которые мы должны посмотреть, зачесть и допустить наших педагогов к освоению следующего модуля методического. Это что касается предметов русский язык и литература. Уважаемые коллеги, я передаю слово Ирине Дмитриевне Новиковой, заведующей кафедрой естественно-научного образования. Ирина Дмитриевна, вам слово. Спасибо, Светлана Семеновна. Наша кафедра естественно-научного образования курировала проведение практикума для учителей биологии, химии, физики и географии. По ходу реализации практикума ко мне обращались лично на почту учителя, и кто-то по болезни не смог посещать курсы, кто-то в силу каких-то технических причин, которые служились в данном населенном пункте, и другие были уважительные причины. Но здесь бы я хотела сказать, чтобы вот здесь поддержать Светлану Семеновну, что действительно муниципальные координаторы должны подойти индивидуально к изучению ситуации каждого слушателя, потому что были такие варианты, что педагог обращается ко мне, почему, мол, типа, так, почему я учусь, я проходил теоретический модуль, а на практикуме меня нет. А оказывается, что муниципальный координатор исключил этого педагога из школы. А другой вариант о том, что учитель просит, мол, я уже прошел какие-то подобные курсы, почему меня вторично назначают? И даже делает такой вывод, что такое вторичное назначение на курсы как бы указывает на его профессиональную некомпетентность. То есть нужно здесь очень так вот чутко подойти вот к таким вот проблемам. Да, действительно, посещаемость курсов, практических курсов не очень хорошая. Вот по естественным дисциплинам где-то треть педагогов не смогла пройти запланированные занятия. Вот по химии из 31 педагога обучались 22 и получили успешно зачет. По физике из 33 обучалось 14 только. Вот в чем причина? Так, надо выяснить. И по географии из 37
обучалось 24 педагога. Для тех, кто не смог получить зачет, кто не смог посещать в силу каких-то причин занятия, назначено по кафедре дополнительные дни и консультационное время для того, чтобы педагоги еще раз напомнят, где можно рассмотреть материалы, которые изучались, так, где можно получить контрольные задания, и называют даже свою личную почту, и свой личный адрес и телефон только для того, чтобы педагоги-предметники смогли связаться с ними и сдать успешно зачет. Потому что этот зачет, он является необходимым структурным компонентом вообще в программе всей школы современного учителя. Если практикум не будет пройден, то тогда и будет не засчитано все обучение в этой школе современного учителя, а педагог потратил свои силы и время для того, чтобы изучить теоретический модуль. Поэтому я прошу вас, уважаемые муниципальные координаторы, еще раз попытаться достучаться до слушателей, найти их и выяснить причины. То есть, возможно, то, что педагоги самостоятельно смогут пройти тот модуль, который они пропустили, и сдать зачет. Спасибо. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Слово передаем Наталье Николаевне Новиковой, заведующей Исаевой, простите, пожалуйста, заведующему кафедрой социально-гуманитарного образования. Наталья Николаевна курировала вопросы обучения наших слушателей по предметам обществознания и история. Наталья Николаевна, вам слово. Добрый день. Добрый день, коллеги. Я прошу прощения за свой голос. Коллеги, действительно, два предмета истории и обществознания. Здесь я хотелось бы обратиться к координаторам. Коллеги, я, к сожалению, вынуждена констатировать, как, собственно, и наши коллеги в той или иной части, что здесь не сработали муниципальные координаторы. Потому что поступали звонки от педагогов, которые, к сожалению, нашему не знали о том, что они включены в эту программу вообще в принципе. Вторая проблема, с которой например, я столкнулась по предмету обществознания, коллеги не понимают цели обучения на данной программе. Собственно, уважаемые коллеги, здесь мы говорим о том, что, соответственно, муниципальные координаторы в данном случае, наверное, где-то не доработали, наверное, где-то что-то не досмотрели. И так как то, о чем говорила Ирина Дмитриевна, необходим в данном случае как раз-таки индивидуальный подход к педагогам. Педагоги не знали до последнего, то есть они постфактум узнают о том, что они включены в какую-то программу, тем более федеральную программу. При этом сегодня уже об этом говорилось. Коллеги, я позволю себе напомнить лишь о том, что успешное прохождение нашими педагогами, а я напомню, это 100% педагогов, которые зачислены у нас на федеральный флагманский проект «Школа современного учителя», должны успешно, подчеркну опять-таки же это слово, освоить данную программу. При этом, коллеги, без 16 часов модулей практических они не могут успешно ее освоить. Так вот, этот показатель успешности нашей с вами работы. Не только института как организатора, в данном случае, собственно, мы сопровождаем педагогов, индивидуально сопровождаем. У меня их 78, и, в принципе, с каждым из них я общалась лично, пытаясь донести ту или иную информацию. Коллеги, убедительная просьба. Вам направлены списки тех, кто не прошли обучение. Севилья Валерьевна вам сейчас их направит. Если у вас возникают какие-то сложности, возникают какие-то недопонимания, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы всегда открыты к диалогу и всегда готовы вам помочь. Вы все прекрасно видите ту ситуацию, в которой тьюторы согласились в таком же авральном режиме отработать, подготовить курсы. Они действительно выходят в нерабочее время. У нас с вами, коллеги, мы пошли навстречу, мы постарались учесть наибольшее количество пожеланий. У нас в основном курсы начинаются с 4 часов и заканчиваются в 7 часов вечера, то есть когда коллеги уже не задействованы в образовательных организациях. Кроме того, мы организуем в том числе и очное участие. Так, например, по предмету история на понедельник, 25 октября, запланировано очное присутствие педагога, тьютера в стенах Института развития образования. И коллеги открытым текстом нам сообщают о том, что школа почему-то удивительным делом не отпускает людей для прохождения курсов повышения квалификации. Коллеги, эта ситуация непонятна, и она необъяснима.
у всех, в адрес всех вас были направлены письма информационные в октябре месяце, где были указаны сроки прохождения, было указано расписание, где было написано, что это очно в институте, там, либо дистанционно. И опять-таки же, коллеги, обратите внимание наших, в том числе уважаемых руководителей образовательных организаций, что мы все с вами заинтересованы в том, чтобы у нас были высококвалифицированные специалисты. И что наши педагоги обязаны проходить курсы повышения квалификации и повышать свое профессиональное мастерство. Коллеги, мы все с вами включены в этот процесс, поэтому давайте совместными усилиями все-таки сделаем так, чтобы наши 335 педагогов Республики Коми отучились. И чтобы в наш с вами адрес не были применены штрафные санкции от лица Академии Минпросвещения. Спасибо. Спасибо, Наталья Николаевна. Уважаемые коллеги, у нас на курсах Академии Министерства просвещения обучались также математике. Я слово передаю заведующему кафедры точных наук Илье Ивановичу Баженову. Илья Иванович, вам слово. Всем добрый вечер. Я тоже хочу свою озабоченность высказать по поводу активности наших слушателей, заявившихся на обучение по этой программе. В настоящий момент 27 человек из 41 математиков пока прошли первый модуль. Мы действительно стараемся сделать все, чтобы наши материалы были доступными. И я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить тьюторов, которые, по крайней мере, по программе работали учителя математики. Это Игнатьева Светлана Михайловна, учитель математики из Ухты, и Курылева Эви Ростиславовна, второй модуль сейчас она ведет по программе практикумов наших. Я хочу сказать, что на самом деле материалы, которые представляют наши тьюторы, они исключительно полезными являются. Хотя я сам не работаю в школе, я вот, наблюдая за теми практикумами, которые сейчас у нас проходят, вижу, что материалы очень достойны, очень интересны, и тьюторы все подходят творчески к тем обязанностям, которые на них возложены. Это первое. Второе, я хотел бы несколько слов сказать о втором модуле. Значит, что касается математиков, то математики проходят практикум не на платформе ProofMe, а на платформе Zoom. И я, по сути дела, ежедневно рассылаю хронику мероприятий, а также ссылки на те мероприятия, которые уже проведены, а также методические материалы, которые нам тьюторы предоставляют. Так что прямая связь со всеми участниками, которые зарегистрированы, у которых есть у нас электронные адреса, у меня лично существует. Обратная связь у меня единичная, только некоторые обращаются с какими-то просьбами, но рассылка полная по всем мероприятиям, по всем методическим материалам подготовленным, она осуществляется практически каждый вечер после того, как то или иное мероприятие пройдено. И, пользуясь случаем, я хотел бы еще несколько слов сказать о ближайшей неделе и ближайших мероприятиях кафедры точных наук. Во-первых, коллеги, я хочу пригласить математиков, учителей математики на курс, который начинается 25 октября. Он называется «Совершенствование метапредметных и...» Сейчас точно сформулирую. «Предметных и методических компетенций учителей математики». Курс начинается 25 октября и длится по 5 ноября, то есть 36-часовой курс. Пожалуйста, есть еще возможность подключиться и принять участие в работе этих курсов. Кроме того, хочу информировать также, что в рамках деятельности нашей кафедры точных наук, запущены 3 регулярно действующих семинара. Это семинар учителей математики, семинар учителей физики и семинар учителей информатики. И мы уже определились с днями, и складываются определенные традиции и по дням, и по времени. И я хочу еще раз, может быть, эта информация до вас еще не дошла,
информировать вас, что, например, завтра состоится семинар учителей математики. Это второе заседание в 19:30. Ссылки и правила для входа были отправлены вам информационным письмом. Информатики встречаются по вторникам, время тоже определено, в 17:30, и учителя физики встречаются по субботам, время начала работы семинаров 15:00. И регулярность наших встреч – это один раз в 2 недели. Эту регулярность мы постараемся выдержать до конца, по крайней мере, этого календарного года. И все вот вся наша деятельность, она посвящена тому, что мы обмениваемся опытом, знакомимся с новыми методиками, с новыми технологиями. Ну, в частности, вот я веду сам семинар по математике, я знаю, что активность достаточно высокая, порядка 110-115 человек вот было на первом заседании семинара. Все материалы выставляются в открытом доступе, и если вы какое-то мероприятие пропустили, какой-то семинар, то вы можете хронологию этого семинара посмотреть. Страничка или страница, наверное, правильнее сказать, семинара оформляется. Ссылки мы тоже распространяем в каждом информационном письме. Ну, пожалуй, все. Спасибо Илье Ивановичу. Уважаемые коллеги, у нас есть один вопрос в чате. Он от Галины Геннадьевны Патовой из Сысольского района. Галина Геннадьевна, мы попросим Силию Валерьевну, она вам отправит информацию по математикам, по получившим зачет по первому модулю. Спасибо вам за вопрос. Уважаемые коллеги, у нас остался еще один небольшой вопрос. Наталья Николаевна Исаева вам кратко расскажет про апробацию примерных рабочих программ, которые ожидает образовательная организация нашей республики. Наталья Николаевна, вам слово. Уважаемые коллеги, еще небольшая информация. Позволю себе остановиться на том, что буквально вчера в адрес республики пришла информация о том, что мы включаемся активно в процесс апробации примерных рабочих программ. Вы все прекрасно знаете, что с 15 сентября запущен этот процесс. Институт стратегии развития образования, Российская академия образования у нас с вами занимается обновлением содержания федеральных государственных, обновлением содержания общего образования на основании обновления федеральных государственных образовательных стандартов. Ну и, соответственно, вы все прекрасно понимаете, что коль скоро у нас изменения внесены в закон об образовании в июле 2021 года, внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, то, соответственно, у нас с вами поменялись и рабочие программы учебных предметов. Институт стратегии развития образования, Российская академия образования у нас с вами активно занимался. И вы видите, что они разработали 38 примерных рабочих программ, 16 из которых по начальному общему образованию, 22 примерные рабочие программы по основному общему образованию. Коллеги, в этой связи поступил запрос в адрес Республики Коми об участии педагогического сообщества Республики Коми в апробации примерных рабочих программ. В данном случае есть методические рекомендации, они достаточно объемные, но идея этих методических рекомендаций сводится к следующему, что у нас есть два вида участия в апробации. Первое – это применение в учебном процессе некоторых элементов примерных рабочих программ, ну и, соответственно, коль скоро, как только вы их применяете, эта форма применяете, вы заполняете форму наблюдения и дневник. И второй вид участия в апробации – это экспертная оценка, то есть коллеги изучают документы и, соответственно, на основании только изучения документов они заполняют анкету с их точки зрения, насколько применимы либо неприменимы представленные примерные рабочие программы. Коллеги, в этот процесс у нас с вами от уровня, собственно, все желающие могли подключиться. Мы говорим о том, что рекомендации по проведению апробации, вы видите, что они начались с 15 сентября, но Республика Коми активно включается в этот процесс фактически с 20, быть точнее, с 19 октября. Вы видите, что эта апробация будет идти по 30 апреля 2022 года.
Она будет проходить в 2 этапа. Вы видите, что первый этап – это экспертная оценка. В общем-то, она у нас с вами закончится в декабре 2021 года, точнее 10 декабря, где у нас коллеги должны будут заполнить анкеты и представить свое экспертное мнение. Ну и второй момент, второй этап, который начинается в январе, заканчивается, вы видите, 30 апреля, где наши коллеги должны будут с вами оценить, экспертно оценить типовые комплекты методических документов. Ну, в данном случае тоже вы видите, что сроки апробации достаточно широки, и коллеги, те коллеги, которые у нас будут участвовать в апробации в рамках применения в учебном процессе, это коллеги, которые фактически будут проводить форму наблюдения дневник вплоть до 30 апреля. Объясню, почему такие размытые сроки, потому что, коллеги, любой педагог может выбрать тот или иной элемент примерной программы, а это, собственно, весь учебный год. В этой связи Институт стратегии развития образования, Российская академия образования проводит линейку мероприятий. И вот сегодня уже состоялся семинар обновления содержания общего образования для участников апробации примерных рабочих программ. Коллеги, на уровне Республики Коми сейчас готовится приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, где уже выверенные списки педагогов будут утверждены как федеральные эксперты. Сегодня на семинаре задавались такие вопросы, будут ли каким-то образом финансово мотивированы наши с вами коллеги для участия, то есть будет ли оплата данной работы. Федералы пока нам ничего не ответили, но для того, чтобы смотивировать наших коллег для участия в данном проекте, было принято решение о включении их, собственно, приказ Министерства образования, науки и молодежной политики как федеральный эксперт или эксперт на федеральном уровне. Вы все прекрасно понимаете, что это дополнительные баллы при прохождении, в том числе и аттестации. Фактически вчера в адрес педагогов, а сегодня в ваш адрес будет направлено письмо, подписанное руководством Института развития образования, где мы с вами мы вам сообщаем о включении педагогов образовательных организаций Республики Коми в состав педагогов-участников апробации. В соответствии с приложением, это приложение у вас сейчас на экранах, мы сейчас говорим о том, что у нас на уровне начального общего образования включено 2 педагога по предметам литературное чтение на родном русском языке и математика, и 22 педагога включены как эксперты на уровне основного общего образования. Вы видите, что здесь представлено в разрезе предметов. Коллеги, хочу вам сразу сказать, что будут небольшие правки, и у вас, коллеги, сегодня будет направлено письмо. Сегодня у нас 20-е. Я попрошу вас до 12 часов 22 числа внести ваше предложение по включению педагогов, дополнительному включению педагогов вот в это экспертное сообщество. Может быть, вы посчитаете, что вашим коллегам вот это интересно, кто есть передовые коллеги, которых мы, может быть, не слышали, ну или вот в таком вот режиме упустили этих коллег, и вы захотите их добавить. Коллеги, поэтому 22 числа в 14 часов я должна передать информацию на уровень федерации. Информация уходит на федеральный уровень. На слайде у вас представлены фамилии тех, кто на сегодняшний момент включен в экспертное сообщество. И, коллеги, вот в этом письме, которое написано руководством Института развития образования, ваш адрес, написано то, что мы направляем вам этот список. И, кроме того, мы просим также вас провести работу с перечисленными коллегами. Вчера они все узнали о том, что они являются таковыми. Коллеги, мы просим, кроме этого, обеспечить подключение этих педагогов, участников к постоянно действующему семинару Института стратегии развития образования Российской академии образования. Данный семинар проводится 1 раз в 2 недели по средам. Коллеги, да, соответственно, мы просим, чтобы данные коллеги подключались к нему. Там, собственно, в рамках этого семинара обсуждаются интересующие вопросы и поднимаются злободневные проблемы. Коллеги, в зависимости от того, как мы с вами отработаем, может быть, уже получила сегодня обратную связь от кого-то из коллег,
участников собственно, экспертного сообщества, что там что-то не устраивает в примерных рабочих программах, и коллеги готовы внести, готовы поработать, внести свои предложения на уровне федерации. Коллеги, на сегодняшний момент федерация очень открыта для наших предложений, поэтому смотивировать коллег можно тем, что нас услышат, наши предложения будут учтены, потому что вы все прекрасно помните, что в соответствии с изменениями в законе об образовании от июля 2021 года у нас с вами есть там есть такой пункт, что, коллеги, фактически образовательная организация, если принимает решение об использовании утвержденных примерных рабочих программ, может не писать свои рабочие программы. Давайте сделаем так, чтобы примерная рабочая программа стала нашим с вами рабочим документом для того, чтобы не множить документы, чтобы она была именно нам с вами в помощь, нам, как всему педагогическому сообществу. Спасибо за помощь. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что перед вами выступила Наталья Николаевна Исаева, заведующая кафедрой социально-гуманитарного образования. Наталья Николаевна будет курировать вопрос, связанный с апробацией примерных рабочих программ. Хочу напомнить, что мы всегда открыты к диалогу. Если есть вопросы, какие-то пожелания, всегда можно обратиться непосредственно ко мне, либо к Наталье Николаевне для того, чтобы получить разъяснение по данному вопросу. Уважаемые коллеги, мы благодарим всех вас за участие в нашем методическом семинаре. Я хочу напомнить, что данный семинар у нас действует на регулярной основе. Раз в неделю мы будем собираться и обсуждать актуальные вопросы, которые интересуют и волнуют и нас, и вас. Я призываю вас быть активными, инициативными. Если есть какие-то пожелания в наш адрес, мы всегда готовы их выслушать и на очередной нашей встрече обсудить вопросы, которые интересны также вам. Уважаемые коллеги, спасибо вам огромное за то, что вы нашли профессиональное время. Всем успехов, удачи и до новых встреч.